Из года в год Парижский Лувр становится самым посещаемым музеем в мире. Его коллекции собрано около полумиллиона экспонатов, а некоторые картины и скульптуры настолько известны, что гости приезжают в Париж только ради того, чтобы их увидеть. О том, как средневековая крепость стала роскошным дворцом и хранилищем величайших произведений искусства, бишкекчанам поведала искусствовед Гордона Фай. В рамках недели франкофонии она провела конференцию «Чарующая история Лувра». Я думаю, что история музея мало известна, и я хотела бы, чтобы посетители обращали внимание и на дворец, значит, не только на экспозицию, постоянную экспозицию музея, на шедевры, но только обратить внимание на роскошный дворец, на роскошные фасады, залы, потолки, потому что этот дворец – замечательный памятник культуры, который развивался на протяжении 8 веков и который свидетельствует, значит, об этом длинном периоде французской истории. Значит, многие французские короля участвовали в стройке этого дворца. Там произошли важные события. Я надеюсь, что ваша публика просто откроет для себя новые интересные моменты, и если будут посещать музей, они будут, значит, иметь сейчас некие новые информации. Лувр – хранитель не только искусства Франции. Это музей, который вобрал в себя достижения многих стран. Это делает его уникальным и значимым для всего мира. Во время конференции Гордона Фай представила отдельные шедевры, хранящиеся в Лувре, чтобы продемонстрировать разнообразие и богатство музейных коллекций. В завершении лекции было рассказано о проекте «Новый ренессанс Лувра». Президент Французской Республики господин Макрон в конце января говорил о усилии Лувра на просто развитии собственных капацитетов. Просто Лувр пытается встречать своих посетителей все лучше и лучше и желает просто создать условия, идеальные условия, оптимальные для сохранения шедевров, которые входят в коллекции. Участники конференции также смогли услышать историю создания двух филиалов Лувра. Было рассказано о том, как финансируются эти проекты, и подчеркнуто, что в Объединенных Арабских Эмиратах в Абу-Даби находятся не копии, а настоящие шедевры. Их Франция отправляет в рамках специального соглашения. И мне очень близка французская культура. Моя мечта – это посетить Париж, посетить Лувр. У нас посол Франции часто проводил у нас лекции, поэтому нам всем интересно было бы послушать лекции его жены про Лувр. Лувр, он является сокровищницей всех находок, всех времен, всех эпох нашего мира. Поэтому Лувр, он очень интересный. Примечательно, что конференция прошла в Национальном историческом музее. Для его сотрудников это был полезный опыт. Знакомимся с экспозициями, с бесценными экспонатами Лувра и о деятельности Лувра. Я думаю, не только для посетителей этой лекции, но и для нашего музея, для наших сотрудников тоже очень полезная и важная лекция сегодня. Неделя франкофонии в Бишкеке продлится до 12 апреля. Ее главный организатор – Французский альянс. В рамках фестиваля подготовлено около 30 мероприятий. Екатерина Такамбаева, Бейбек Джамабаев, ТВ-15.